В республике запретили несовершеннолетним продавать испарители, электронные сигареты, кальян, курительные смеси и жидкости. Сегодня депутаты Госсобрания приняли соответствующий закон. В скором времени, продав несовершеннолетнему, например, пузырек с жидкостью для заправки вейпа, продавец понесет наказание. Анастасия Ильчебаева расскажет подробнее. Яркие, притягивающие взгляд пузырьки с жижей. Так в народе называют жидкость, которую используют в вейпах. На любой вкус и цвет. Провести эксперименты, приобрести один из таких пузырьков нам помогает Даша. Ей еще нет 18. Подходим к прилавку, сразу замечаем надпись «Не продаем несовершеннолетним». Но ей не только продают, но и помогают подобрать. Заветная жидкость за 450 рублей у Даши в кармане. Но мы продолжаем нашу проверку. Идем в следующую точку. Здесь ограничения 18+, указанные на прилавке, уже соблюдают. Паспорт? У меня с собой его нет. Права? Тоже нет с собой. В общем, какой-то документ, удостоверяющий личность и возраст. В любом случае. Здесь 18+, и с этим у нас строго. Запрет 18+ в законе не был прописан. Рамки по желанию ставили сами продавцы. Сегодня же депутаты Госсобрания приняли закон, запрещающий продажу вейпов, кальянов, курительных смесей и жидкостей несовершеннолетним. На территории республики будет запрещена продажа несовершеннолетним данной продукции, различных курительных смесей, электронных сигарет и так далее. Ну и в дальнейшем мы планируем выйти уже в Государственную Думу для того, чтобы данный законопроект был принят на уровне Российской Федерации. И, конечно, мы будем готовить поправки в Кодекс об административных правонарушениях и установим ответственность за нарушение данной нормы. А пока контроль будут осуществлять общественники. Продавцы и потребители в защиту вейпинга говорят, что это безопаснее обычных сигарет. Так ли это, мы решили узнать у специалистов и отнесли жидкость в лабораторию БГУ. Но вот химики, изучив состав, поспешили с этим не согласиться. В маленьких ярких пузырьках находятся элементы куда более вредные, чем тот же никотин, говорят они. При нагревании эти органические соединения, глицерин, пропиленгликоль, могут превращаться в формальдегид и акрилин, которые являются сильными ядами. И, соответственно, применение вейпов, оно более пагубно влияет на здоровье, чем даже курение традиционных сигарет. Последствия – раздражение слизистых оболочек, заболевания центральной нервной системы, страдают легкие бронхи. Бонусом к ароматному пару вполне может стать астма. Альтернатива сигаретам сомнительная, говорят врачи. Некоторые курильщики пытаются бросить курить сигареты с помощью вейпинга. Это иллюзия. Мы наблюдаем таких курильщиков и в 80% случаев видим, что они переходят снова на потребление сигарет или остаются уже зависимы от вдыхания растворов глицерина, то есть вейпинга. Если взрослые часто используют вейпы, чтобы бросить курить, то дети, наоборот, через них приобщаются к сигаретам, считают башкирские законотворцы. А яркие интересные пузырьки и изобилие вкусов лишь привлекают ребят, и ради них они готовы идти на ухищрение. Приходит взрослый человек, они подходят где-нибудь там за углом, ловят его. Потом взрослый человек подходит и говорит: мне вот это. А нам все равно, кто деньги дает, там, и мы обязаны продать. И тут уже запрет на продажу несовершеннолетним не может встать между юными вейперами и заветным товаром. Самый сильный барьер скорее не закон, а сознательность детей. И воспитать ее уже задача не депутатов, а родителей. Анастасия Ильчебаева, Артур Елаев. Новости. Уфа.